Это Стамбул, столица Турецкой Республики, древний Византий и средневековый Константинополь. Единственный на планете город, который целых 15 веков, 1,5 тысячелетия, оставался столицей великих империй. Город, который волей Константина Великого стал столицей Восточного Рима. Византийскими императорами был превращен в мост между Азией и Европой, а турецкими султанами захвачен и сохранен для растущей Османской империи. В чести османов и республиканской Турции Стамбул, несомненно, остается Константинополем, величественным наследником ушедших эпох, живым памятником великих культур, убедительным воплощением духовного единства разноязыкого человечества. Айя София – самый известный пример переплетения традиций и свойственного исламу бережного уважения к христианским ценностям. Çıktıktan sonra otel var karşısında. Как и подобает бывшей империи, Турция – страна многих этнических групп, объединенных в составе турецкой нации, но сохраняющих собственное культурное и этническое самосознание. В толпе, заполняющей улицы турецких городов, вам встретятся греки и армяне, грузины и курды, черкесы и осетины. Современная аланская или осетинская община в Турции происходит не от аланов, которые жили здесь в V или X веке и прославились военной службой Древнему Риму и средневековой Византии. От тех первых волн аланской эмиграции давно не осталось и следа, одни лишь имена в старинных хрониках. Нынешние аланы в Турции – потомки не очень давних переселенцев. Всего 1,5 столетия назад осетинские мусульмане стали переселяться на территорию Османской империи. Именно их потомки живут сегодня в Турции и в небольшом числе в Сирии, которая в те времена тоже была частью Османской империи. Осетия-Алания – страна многих религиозных традиций. Народ, услышавший проповедь христианства из уст святых апостолов Андрея и Симона, создал и первые на Центральном Кавказе исламские общины. Наряду с православным большинством в христианской Алании и Осетии более 1000 лет существует и мусульманское меньшинство. Осетины попали в Турцию в общем потоке массовой иммиграции из Кавказа. На третью четверть XIX века пришелся пик так называемого мухаджирского движения – переселения в Турцию горцев Северного и Западного Кавказа. Мухаджирское движение родилось на завершающем этапе Кавказской войны и ширилось в ходе буржуазных преобразований, которые Российская империя принялась проводить на Кавказе. Подавляющее большинство мухаджиров или переселенцев составили выходцы из тех регионов Кавказа, где шли военные действия. Однако и не участвовавшая в Кавказской войне Осетия оказалась втянута в водоворот переселенческого движения. Когда имам Шамиль не мог уже воевать с Россией, наши высшие офицеры стали покидать русскую армию. Один из них был Муса Кундухов. Я рассказываю то, что слышал от старших. Муса переехал на жительство в Турцию, получил высокий чин, и турецкое правительство обещало, если он перевезет людей с Кавказа, они смогут поселиться где пожелают и получат денежное пособие. Муса отправился на Кавказ и пригласил народ в Турцию. Тогда и наши предки собрались в путь.
Через Трабзон они приехали в Стамбул. В Турции они поселились вблизи русско-турецкой границы, вокруг Карса, потом Эрзурума и в других дальних районах. А когда в 1877 году началась русско-турецкая война, и русские заняли Карс и Эрзурум, большинство осетин переехало во внутренние районы страны. Они обосновались у городов Йозгат, Сивас, Токат. Когда война закончилась, некоторые осетины вернулись в Эрзурум, но многие остались в центральной Турции. Я тоже родился в одном из этих селений, прожил там до 16 лет, а потом перебрался в город. Я принадлежу к 4-му поколению. В Турцию переехал мой прадед. Отец мой Хамид, дед Хасан, прадед Алмырза. В Осетии жили в Ильхотово и переехали с Мусой Кундуховым. Здесь сначала жили в Эрзуруме, потом в Йозгате. В Осетии пропагандистами и организаторами переселения выступили дворяне, которые исповедовали ислам. С первых шагов земельной реформы, начавшейся в середине 1850-х годов, не оставалось никаких сомнений – знать теряет свою власть над крестьянами. И в 1859 году по Осетии прокатилась первая волна переселенческого движения. Мусульманство не имело широкого распространения в крестьянской среде, поэтому число осетин-переселенцев было невелико, не более 5000 при общей 100-тысячной численности народа. Всего 5% населения. На фоне адыгских и абхазских земель, опустошенных переездом в Турцию, Осетия относительно благополучно преодолела опасности мухаджирского движения. Но возможно ли подсчитать урон, нанесенный отъездом этих 5%, принадлежавших к самым престижным, состоятельным и деятельным сословиям? Часть переселенцев погибла в пути. В Турции их ждали новые испытания. Лишь немногим счастливцам, которые первыми поняли свою ошибку, удалось вернуться на родину. В их числе была семья будущего писателя Инала Канукова. Позже он так описывал события, в которых участвовал ребенком. И вот потянулась со скрипом длинная вереница ароб, покрытых сверху коврами, сказав последнее «прости» своей родине и направляясь к обетованному Стамбулу. Но, увы, какое разочарование постигло этих поистине несчастных переселенцев. И сколько раз слышались слова проклятий на головы тех, которые их увлекали, когда трудности дороги и действительность предстали им воочию. Забыв недавние розовые мечты, они поняли, что обмануты, что они сделались жертвами своего легковерия, поддавшись лживым словам тех глупцов, которые уверяли их, что им будет хорошо. Когда они уезжали из Осетии, ехали нехотя и все время оглядывались назад. Едут сюда, а мысли в Осетии. И пели тогда по пути в Турцию. Идем вперед, смотрим назад. Прощайте наши горы, прощай, Родина. Потом их, видно, попросили петь повеселее. Вот они и пели. В Стамбул отправимся, за пашей пойдем замуж, белым пшеничным хлебом станем кормиться. Романтические мечты о райской жизни в стране единоверного султана скоро рассеялись, но мухаджиров, которые пытались вернуться, не пропускали через границу, а тех, кто переходил ее нелегально, насильно депортировали из России в Турцию. Наши предки дважды приезжали и возвращались. Первый раз приехали с Мусой Кундуховым, потому что и отец Тимирбалата Мамсурова, и мой прадед были зятьями Кундухова. И Муса пригласил их ехать вместе и поселиться в Батманташе. Потом мой прадед Умар, не выдержав турецких порядков и здешней жизни, решил вернуться домой. Через 2 десятилетия к России, победившей Турцию в войне, перешли крепости Карс и Ардаган. Жившие в Карской области мухаджиры получили возможность беспрепятственно ездить на родину. Многие вернулись, другие подолгу жили в Осетии. Все вновь изменилось после Первой мировой войны и революции в России.
Потом победившие большевики начали их беспокоить. Врывались в дом, чего-то искали, требовали сдать дворянские грамоты. А наши еще надеялись, что старые документы пригодятся, и не отдавали их. И отца посадили в тюрьму. Многое им пришлось испытать. Отца через месяц приговорили к расстрелу. Его спас начальник тюрьмы. Он тоже был Мамсуров. И бабушка сказала: «Здесь нам не выжить, нужно куда-то уехать». В 1922 году они вернулись в Турцию и поселились в Селиме, недалеко от Карса. Османская империя стремилась использовать кавказских мухаджиров в своих стратегических интересах, расселяя их на опасных границах с соседями, в пустынных местах или районах с беспокойным нетурецким населением. В результате всех передвижений осетинские переселенцы обосновались в двух разных частях нынешней Турции. В самом сердце страны, в центральной Анатолии, в вилаетах Язгат, Сивас, Такат, и на востоке, поближе к российской границе, в Курдистане и Армении, в вилаетах Битлис, Карс, Муш. Осетины жили в селах и занимались земледелием и животноводством, имели табуны лошадей. Все были состоятельны. Рядом жили курдские и азербайджанские переселенцы. Наши выступали как хозяева земли и нанимали их на работу. Построили школу, чтобы давать образование молодежи. В ближайшем к нам городе не было школы, а у нас в селе была. Свою жизнь они строили так, как привыкли на родине. И все, включая государство, относились к осетинам с уважением. Как приехали с Кавказа, так и жили, твердо придерживаясь своих порядков и обычаев. Старшие во всем помогали младшим, а младшие почитали и слушали стариков. Если бы старший поручил в огонь броситься, исполнили бы, не задумываясь. Воспоминания доставляют им удовольствие. Жизнь слишком изменилась, и совсем невелик круг тех, кому сегодня интересно и важно знать о прошлом. О том прошлом, из которого происходят манеры наших рассказчиков, их речь и осанка. Достойная смерть лучше бесславной жизни. Если жить, то достойно. Осетины старого времени требовали этого от себя. Наверное, поэтому осетинские селения пользовались уважением и турецких соседей, и государственной администрации. Извините, но у нас все были благородного происхождения, и жизнь свою строили по собственному разумению. Наши села отличались образом жизни и устройством домов. Одежду шили из сукна, сотканного нашими женщинами. И я носил такую одежду, сделанную руками моей матери, и головной убор, и все остальное. В то время все наши были сельскими жителями, но когда приезжали в город, там говорили так, скажу по-турецки: «Черкес беги гелир», то есть «черкесские дворяне идут», и вставали нам навстречу, а друг другу не вставали. Если кто женился на осетинке, страшно собой гордился. Да и дети его тогда отличались хорошими манерами. В Осетии иногда спрашивают, преследовали ли нас в Турции. Как к нам здесь относятся? Удивительно. Но живущие в Турции осетины свысока смотрели на местное население. Нам казалось, будто мы господа, а они наши подчиненные. И у них никогда не было возможности выступить против осетина или засватать девушку в осетинском селении. Я бы поклялся, что в Турции осетин носят на руках. Когда наш сосед уезжает, мы живем в одном доме, его брат, я и он сам, он поручает свое семейство мне, осетину.
Говорит, я уверен, что накормишь и защитишь. Но у тебя же здесь родной брат живет. Нет, тебе я доверяю больше. Вы спросите, почему? Потому что он знает, я осетин. А значит, не оскорблю его чести, не украду имущество. И мы гордимся такой осетинской славой. И турки ею гордятся и благодарны нам. Селения, о которых вспоминают наши рассказчики, чаще всего заняты новыми жителями. В середине 20 века осетины стали покидать родные селения, и скоро почти все перебрались в большие города. Большинство молодых горожан никогда не бывали в местах, где прошла жизнь первых поколений мухаджиров. А гости и туристы, посещающие Турцию, просто не доезжают до отдаленных провинций. В Турции было около 40 осетинских селений, 3 дигорских, остальные иронские. Сейчас осталось всего 2. Одно из них — Байлык, там 25 дворов, другое — Пойразлы, тоже недалеко от города Йозгат. Там живет до сих пор 80 дигорских семей. Выходцев из Пойразлы и Байлыка, которые живут, работают и учатся в Стамбуле и Анкаре, во много раз больше, чем постоянных сельских жителей. Но разве рассказы могут заменить путешествия? Мы отправляемся в Центральную Анатолию, чтобы посетить последние осетинские селения и собственными глазами увидеть сельскую жизнь осетин в Турции. Рано утром выезжаем из Анкары. В полдень проезжаем город Йозгат, центр одноименной провинции. И вот нас уже встречают гостеприимные пойразлинцы. В большинстве они потомки переселенцев из Чекалы. Сводите? Сводите. Надо сводить. Надо сводить, надо сводить. Надо сводить. Ben fide kurbasıyıqda aslan jemiyatdım. Çikolayır festadansa leşkene irbasudansa leşken zuniyeti. О. İşte man Ардам рискенайдыр арба. Они переехали из Чекалы, а некоторые из Лескена. Например, Тайсаевы и Дагуевы. Taysa tama da guyta. Leşken irbasudan. Ani kayiyete ba колхозе хонет сумах хумаканунцы. Охан куста гут ямахба. Мы здесь, как в ваших колхозах, пашем землю, тем и живем. Молодежь наша выучилась, теперь они работают в больших городах, врачами, учителями. Наша родословная записана. Когда мой брат, а потом и сын съездили на Кавказ, они привезли ее. Там мы узнали и о тех, кто жил до переселения сюда. И в Осетии родословное древо было неполным, и у нас тоже. А когда брат съездил, все соединилось.
Нашего предка звали Анзор. Так я слышал от отца. Деда звали Ильяс, а прадед был Анзор. Он остался на родине, а дед переселился сюда. Был среди наших сельчан мудрый человек. Когда наш народ переселился сюда, он сказал: «Не нужно здесь жить. У здешней травы нет корней, и потомки будут проклинать нас. Давайте уедем отсюда». Они тогда не послушались и остались. 100 лет здесь прожили, прежде чем поняли, нет здесь ничего, и начали уезжать. Сейчас 3/4 наших сельчан разъехались. Только старики остались. Я у них здесь считаюсь молодым. Образованная молодежь не порывает связей с родным селом. Эти молодые люди приезжают по выходным дням, чтобы поговорить на родном языке и позаниматься с детьми. Удивительный, почти забытый образец интеллигенции в ее изначальном смысле. Танцевальный ансамбль тоже их детище. Показательное выступление вовсе не концерт самодеятельности, а предусмотренный древним обычаем знак высокого уважения к гостям. Вечером нас принимают старейшины. Их 2. И сначала мы наносим визит Шахану Залойти. Ему 89 лет. Он всю жизнь возделывал землю в родном селе. И половина присутствующих приходится ему сыновьями, племянниками и внуками. 2 визит к абхазскому князю Маршану, который попал к осетинам еще в молодости и навсегда остался с ними. Здесь его называют Ханафи Мершанти. Ему 107 лет. Он 3 был женат, 2 на осетинках, и прожил полную приключений жизнь, перегоняя лошадей и торгуя скотом между Турцией и Ближним Востоком. В маленьком сельском клубе нехитрый досуг после рабочего дня. В 5-классной сельской школе преподают на турецком языке. Полная средняя школа расположена в соседнем поселке. Еще несколько дней, и осенние работы в поле будут завершены. Часть земельных угодий принадлежит сельчанам, другая часть выделена государством. Тракторист останавливает машину, чтобы приветствовать нас и представиться. Теперь мы держим путь в Баялык, но по дороге вновь встречаем соотечественника и заворачиваем в еще одно уже почти оставленное осетинское селение – Карабаджах. Бахтияр приехал помочь отцу по хозяйству. Много строений, но нет в них людей. Через месяц все уедут. Нас здесь 4, 2 женщины без мужей, да я с женой. Мы пашем и сеем, возделываем пшеницу, ячмень, рожь,
И еще зеленый перец. Kazlar. İşte bazı yettedir. Sebzete. Efendime söyleyeyim. Her ben ağzını Мне 77 лет. artizacağım. Size çıkanı Тыңног да, тыңног. 76, 77 yaşında. Fakat Хуцавый бузник Благодарение Откуда Богу не ничего через? у меня не болит. Смотрите, я встал в 3 herkes часа. yaşım И с тех пор на ногах. ما أخذ ما أرخيت ما نخص بلا تسوي يا تفتون نيفلا وازال دول دنيا يا Саугаканам, хатыры фаудасы хат. Селение Баялык расположено в живописном месте среди холмов и садов. Жителей здесь втрое меньше, чем в Пойразлы. Чтобы встретить гостей, кто-то приехал из Йозгата и Анкары. Есть даже выходцы из соседних, уже опустевших селений. Ama şey jaratta şahi xuttu yol acır. Odaşma. После знакомства обмен мнениями. Basamon. Главная их тема — история и генеалогия. Ждардан бжарты, Руслан маном. Тимина тау начынс. Туата чешгу. Фильм ишен, фильм. Самай напаш динат. Пидар дарва пидамма. Самай каразима арахдар. Многие помнят, из каких селений в Осетии переехали прадеды. Из Заманкула, Эльхотова, Зильги. Затем дипломатический обед с тройной сменой блюд и приветственными речами. Қама маканам нахи. На баркатта, на фынджа баркатта, на хунта баркатта. Фылдары и фылдар кутканой. За редким исключением, молодые люди уже не знают языка предков. Один из старших несколько раз повторяет на чистейшем осетинском: «Мы — турки». Конечно, мы турки. Кто же еще? Темнеет. Накрапывает мелкий осенний дождь. В наступающих сумерках чудится непрекаянная тень Тимирболата Мамсурова, выдающегося осетинского поэта, который так и не смог смириться с потерей родины. Кажется, что он бывал здесь, проходил по этим улицам, между таких же домов и деревьев. Неужели милые, доброжелательные люди, налаженный быт и достаток, размеренная жизнь в тихом селении — это еще не все, чего ищет человеческая душа? Искреннее гостеприимство, просьба не спешить, приглашение отдохнуть до утра. Но почему-то не хочется оставаться. Мы уезжаем в Такат, центр провинции, в которой находится Батманташ, селение, где жил Тимирбулат. Такат — тот самый турецкий городок, где он чаще всего бывал. Жизнь Тимирбулата Мамсурова прошла в Батманташе. В 1865 году 20-летним юношей он по настоянию родных оставил успешную карьеру офицера и навсегда покинул родину. Отца его, Османа, к тому времени уже не было в живых, а мать, родная сестра Мусы Кундухова, во всем рассчитывала на влиятельного брата. Стихи Тимирбулата Мамсурова впервые попали на родину как народная песня. Удивительный пример полного слияния фольклора и высокой литературы, переживающей судьбу эмиграции. «Отче край, наш край родимый, наших душ душа, пойми ты, жизнь постыла, счастьем мнима без отчизны, сердцем слитой. Горы отчие, ответьте, как без вас нам жить на свете? Ты, оторванная от дома, есть надежда, есть подмога,
и она тебе знакома. Это вера, милость Бога. Бог всеблаг, но всех жалея, внемлет жалобе не каждой, бедняка мольба милее. Вспомнит он и нас однажды. Горы отчие, ответьте, как без вас нам жить на свете? Могилу Тимирбулата на старом кладбище никто показать не может. Эти каменные сооружения — фамильные усыпальницы. По неточным объяснениям сельчан, одна из них принадлежит Кундуховым. Возможно, соседняя имеет отношение к Мамсуровым. Помнить о Тимирбулате здесь некому. Поэт необходим лишь народу, сохраняющему родной язык и культуру. Тимирбулат приходился родным племянником генерал-майору Мусе Кундухову, вставшему во главе переселенческого движения в 1865 году. Побывав в Турции летом 1864 года, Кундухов получил обещание, что мухаджирам будет выделена целая область вблизи российской границы, между хребтом Саганлы и озером Ван. В Стамбуле он жил в этом здании. Здесь был отель, как раз на полпути между портом и Султанским дворцом. Генерал надеялся, что ему поручат управление переселенцами, но под нажимом России турецкое правительство отказалось от плана компактного поселения мухаджиров. Около 1500 семей были направлены в Центральную Анатолию. Чтобы не зависеть от милости властей, Муса Кундухов сам приобрел земельный участок в округе Токат. Только добравшись сюда, понимаешь, почему выбор генерала пал на эти места. Природа здесь очень напоминает Кавказ. Горная дорога ведет в долину, затерявшуюся между невысокими хребтами. Должно быть, чистая речка и обступающие селения безлесные склоны будили воспоминания детства, прошедшего в родном селении Саниба. Муса пригласил в Батманташ не только своих родственников, но и часть прибывших с ним осетин и кабардинцев. Батманташ теперь считается кабардинским селом. Оставшиеся в нем немногочисленные осетинские семьи давно утратили родной язык и тоже слились с кабардинцами. Вот этот милый человек ведет свой род от осетин Кундуховых, а эта гостеприимная семья — от Мамсуровых. Единственное осетинское слово, которое они еще помнят — «Олибах» — название традиционного пирога с сыром. Местные жители помнят рассказы о Мусе Паше и показывают место, где располагался его дом. Помогали им в этом руководители черкесской диаспоры Токата. По словам армянского священника, который побывал здесь в 1878 году, Батманташ — это вновь основанное на склоне горы селение с чистыми домиками. Воздух, вода и земля здесь удивительны. Только зима сурова. На краю селения на холме стоит дом Муса Паши. Он построен совершенно в европейском вкусе, на извести, с большими стеклянными окнами. Перед домом маленькая мечеть. На холме сохранились только фундаменты усадеб Кундуховых и Мамсуровых. По описаниям, здесь был водопровод, стояла баня. В 100 метрах руины небольшой мечети. Генерал Муса Паша Кундухов все-таки сделал в Турции карьеру, хотя и не ту, на какую рассчитывал. В 1867 году получил звание бригадного генерала, через 10 лет — дивизионного. В русско-турецкой войне 1877-78 годов командовал мухаджирской конницей. После войны был военным комендантом Эрзрумского, затем Сивасского вилаета и преуспел в наведении порядка, защитил безопасность армянского населения, подавил мятеж курдских племен. В этот период военной службы и административной деятельности Муса Паша редко бывал в Батманташе. Он закончил свои дни в 1889 году и похоронен в мечети Нарманлы в Эрзуруме. Тимирбулат Мамсуров
Умер на рубеже веков, оставив 4 детей. Рукопись его стихов привез в Осетию сын Мусы Кундухова и двоюродный брат поэта Бекирбей Сами, министр иностранных дел в правительстве Кемаля Ататюрка. Жестокая к самому Тимирбулату судьба не баловала и его потомков. Оба сына погибли на фронте. Дочери Аслы и Эльмас рано остались без мужей. В Анкаре живет внучка Тимирбулата, дочь Аслы Ешар Гюн, единственная, кто еще может что-то рассказать о семье поэта. Kafkasya'dan geldikleri zaman Bekir Sami Bey'le beraber gelmişler. Они прибыли с Кавказа вместе с Бекиром Самибеем, поселились в одном селе, в Токате. Мой дед постоянно писал, закрывшись в своей комнате. От предложения служить дед отказался, ответив: «Я писатель и хочу продолжать заниматься литературой». Затем, во время Первой мировой войны, 2 его сына погибли на фронте. Мои мама и тетя остались одни. Дядя по отцу забрал их к себе, и они выросли в его семье. Ешар рассказывает о том, что ее мать дважды была замужем. В первом браке родился сын Джевдет, во втором — сама рассказчица, отцом которой был сын Кунта Хаджи, религиозного лидера Чечни. Отец оставил их, уехав к своим соплеменникам в Багдад. Муж тети Эльмас, турецкий врач, умер молодым. У них был единственный сын — Музафер. У Ешар 2 дочери. Младшая Аслыхан, названная в честь бабушки, преподает социологию в университете. Старшая Тюлин изучала русскую литературу. Обе вступают в разговор, помогая вспомнить детали. Мама часто рассказывает, как жена Тимирбулата, мамина бабушка, учила девушек и женщин из окрестных селений рукоделию, сервировке стола. В те времена, естественно, турки ели, расстелив скатерть на земле, и она учила их, как надо есть, сидя на стульях, как надо накрывать на стол. Много рассказывала мама, а она это слышала от своей матери, о том, что ее дед закрывался в своей комнате и работал, а бабушка давала местным девушкам и женщинам уроки рукоделия. В каком-то смысле можно сказать, что они принесли туда цивилизацию. Sizin beraber oturduğunuz ev var, değil mi? Nerede? Ulus'ta, Saman Мама, Pazarı'nda. а дом, в котором вы все вместе жили, находится в Улусе, не так ли? В районе Анкары, который называется Улус, около рынка Саман-Пазары. Anneannenin, Muzaffer Emre'nin. Этот дом, в котором когда-то вместе жили моя мама, бабушка Эльмас и Музафер Эмре, до сих пор стоит в Улусе, он все еще цел. Annemin anılarında В воспоминаниях моей мамы речь все время идет о проведенном ею трудном детстве, о тяжелых условиях. çok zor şartlarda. Отец оставил их и уехал в Багдад. Мать и бабушка остались одни. Зарабатывать на жизнь было очень трудно. Hayatlarını kazanmak çok güç olmuş. Бабушка и ее сестра зарабатывали на жизнь шитьем. Они обе очень хорошо шили. Они пережили трудные времена. Бабушка была сильной женщиной. Но, видимо, из-за пережитых трудностей она заболела и умерла в молодом возрасте. Выйдя замуж, мама жила вместе с братьями и сестрами моего отца. Они все, 7 братьев и сестер, жили в одном доме, и мама фактически стала еще одной их сестрой. Она пришла невесткой в семью из 11 человек, и можно сказать, что там вместе с ними она повзрослела. До сих пор у них друг с другом очень теплые отношения. Дочь Тимирбулата Аслы похоронена на стамбульском кладбище Меркес-Эфенди. На ее надгробии турецкая надпись «Аслы Мамсыр». Эльмас покоится в Анкаре, на кладбище Джибиджи-Асри. Эмре – фамилия ее мужа.
Стамбуле Тюлин познакомила нас со своей кузиной. Füsun Ilioglu, внучатая племянница Тимербулата. Ben getiririm bak. Bu da bu defterin işte sahibi. Yani Saadet Hanım, Azize Hanım'dan öğrendikleri. İkisi beraber. Defterin sahibisi bu. Saadet teyzenin babasını bilmiyorum. Doğan diye bir soyadı var ama Doğan kimdir? Она сохранила фотографии своей осетинской родни, заботливо расшифровала старые записи и даже перевела их на английский язык. Kazova hikayesi. Bunlar Beyşehir'e yani. Onlar Beyşehir'e gidiyor şimdi. Bir dönem bizimkiler de Saadet teyze Konya. Пора объяснить, что мы находимся в очень известной семье. Муж Ешар и отец двух дочерей был блестящим военным и государственным деятелем Турции. Это генерал Муса Гюн из осетинской фамилии Хошонта. Муса Огюн Паша и его старший брат учились в гражданском лицее. Но их дядя по отцу сказал, что им следует, не теряя времени, поступать в военное училище. Старшего брата Министерство просвещения собиралось отправить учиться в Европу. Огюны вообще очень способны к техническим дисциплинам. Но дядя сказал: нет, поступайте в военное училище. Вам надо зарабатывать на жизнь и содержать младших. Их ведь было 7 братьев и сестер. Так оба поступили в военное училище, стали офицерами. Забрали к себе мать и младших братьев и сестер, которые жили у замужних старших сестер. Муса с молодости должен был скрывать свое происхождение, чтобы не вызвать подозрений, избежать лишних вопросов. Он занимал высокие должности в турецкой армии. Будучи военным атташе турецкого посольства в Советском Союзе, организовал под предлогом отдыха семейное путешествие на Кавказ. Дочь, которой тогда было 14 лет, в деталях помнит эту поездку в Осетию. Она рассказывает забавные истории, происходившие по дороге во Владикавказ, который отец называл только исконным осетинским именем — Дзауджикау. Ему хотелось поговорить на родном языке, но для этого приходилось вырываться из-под наблюдения сопровождающих. В Дзауджикау мы пробыли 5 дней. Нам устроили экскурсии по городу и его окрестностям, повезли в горы. В горах была какая-то электростанция, а при ней хижина, точнее дом, где жил охранник. Он тоже оказался осетином, и в результате отцу все же удалось поговорить по-осетински. Он подошел к жене охранника и сказал ей что-то, и она громко крикнула своему мужу: «Гости говорят на нашем языке». Но русские тут же подошли и стали спрашивать, что происходит, в чем дело. И потом они постоянно интересовались у отца, откуда он знает этот язык. Отец говорил лишь, что вырос в Карсе, что там у него было много соседей осетин. Однажды в Москве судьба свела Мусу и Ешар с генералом Хаджиумаром Мамсуровым. Но это знакомство не могло иметь продолжения. В день русской армии в Большом старинном дворце проводился торжественный прием. Все стоя ели, пили. С противоположной стороны стола оказался русский генерал армии. Обращаясь к находившейся с нашей стороны женщине, он вдруг произнес по-осетински: «Вот так же стоя едят на поминках бедняка». Оказывается, есть такая осетинская поговорка. Ее вспоминают, когда кому-то не достается места за столом. Мы с Мусой поразились. Откуда русский генерал знает наш язык? Потом мы подошли к нему, и они с Мусой стали поднимать тосты по-русски. За здоровье, за здоровье. Наконец Муса сказал: «Вы только что говорили по-осетински».
«А вы откуда знаете этот язык?» – спросил тот. Муса ответил: «Я родился на востоке Турции, там много ваших переселенцев». Сначала он не признался, но после этого обстановка стала очень теплой, и Муса рассказал, что он осетин и знает родной язык. «Вы что-нибудь слышали о Тимирбулате?» – спросил Муса генерала. «А вы о нем знаете?» – удивился тот. Муса указал на меня. Вот его внучка. Как только он это произнес, человек изменился в лице. Обнял меня. По щекам у него текли слезы. «Что мне теперь делать? Что мне теперь делать?» – повторял он. Режим был таков, что ни он не мог пригласить нас к себе домой, ни мы его к себе. Это было запрещено. Дочери вспоминают, что, заботясь об их будущем, родители старались ни о чем им не рассказывать. Лишь в 1971 году отец предупредил дочерей об опасности. Сказал, что им лучше покинуть страну. Тогда, 12 марта 1971 года, высшие военные, среди которых был и Муса, подали знаменитый меморандум правительству Турции. Отец тогда стал генеральным директором турецкой радиотелевизионной компании ТРТ. 2 года он был на этой должности и стал известен всей Турции. Затем, после выхода на пенсию, он занялся политикой и был избран от Карса депутатом парламента от партии Верного пути, которую тогда возглавлял Демирель. Однако политика оказалась ему чужда. Он получил военное воспитание, был своенравен, всегда говорил в лицо то, что думал. Он не смог приспособиться к особенностям политической жизни, и когда истек срок его депутатских полномочий, ушел из политики. В то время он тоже был достаточно известен, но все-таки его самой заметной должностью было гендиректорство ТРТ. Фактически радио и телевидение в Турцию принес мой отец. Он обладал обширными техническими познаниями, установил ретрансляционные станции, осуществил первые прямые трансляции. Он создал техническую инфраструктуру современного телевидения. Осетины чаще всего поступали на государственную службу. Многие достигли высоких чинов. Осетины были и в генералитете султанской армии, и в руководстве младотурецкого движения, и в правительстве Кемаля Ататюрка. Бекир Сами-бей, сын Мусы Кундухова, и некоторые другие, кто участвовал в строительстве Турецкой республики, происходили из Кавказа. Осетины никогда себя не выделяли, но знали их лучше остальных. Осетины славились хорошими манерами и честностью. Любой был счастлив, если удавалось жениться на осетинке. Но и наши свою девушку далеко не за всякого отдавали. Последним, кто достиг должности командующего армией, был Музафар Аланкуш, по-осетински Кушати Музафар. Он стал министром, 4-звездочным генералом, руководителем всей армии. Много было высокообразованных людей. Большинство их тоже служило государству. И в нашем селении каждый, изучивший грамоту, спешил поступить на государственную службу. Поэтому у нас редки предприниматели и богачей совсем немного. Аланкуш — турецкая фамилия генерала, искусственно образованная из названия народа, к которому он принадлежал, и имени предка, от которого происходит фамилия Кушата. По-русски их называют Кусовы. Осетины получили придуманные турецкие фамилии в начале 1930-х годов вместе с остальным населением страны. В Османской империи фамилий не было. Их ввела победившая республика, и новые власти использовали эту реформу для тюркизации иноязычного населения. Образованные люди могли сами придумать или выбрать новую фамилию.
Некоторые фамилии рассматривались как награда, например, Агюн, что по-турецки означает «гордый». Наши предки имели военные заслуги, а один из них, мой дядя Сулейман бей, был однокашником Ататюрка. У нас в селении Базат, да и у всех осетин были собственные фамилии. А когда наши односельчане получили 40 медалей, Ататюрк сказал моему дяде: «Вы достойны турецкой фамилии Огюн». Дядя написал в родное село: «Мне дают такую фамилию, и если вы согласны, давайте ее примем. Если же нет, оставим прежнюю». Ну, ему и ответили: «Мы согласны с твоим решением». С тех пор мы называем себя по-осетински Хошанта, а по-турецки Огюн. А громкая фамилия Аскана Тимурленк — имя грозного средневекового завоевателя. Полковник кавалерии Аскан Тимурленк — автор турецких учебников. В Турции кавказцев считают хорошими наездниками. Вообще, поначалу офицеры кавалерии были из кавказцев. Они научили турецких солдат верховой езде. В Турции не хватало описаний верховой езды. Я собирал их для себя, чтобы учиться, а потом из них получились книги. Сначала я написал 6 книг, затем добавил к ним еще 4. И сейчас продолжаю писать. В Турции открылись школы верховой езды при университетах. 2 года учишься и становишься инструктором. Пригласили меня преподавать в университете. Я и там поработал. Я обычно говорю: турки позабыли о верховой езде, и я их заново учу. Офицеры из осетин по-прежнему есть в турецкой армии, но большинство сегодня стремится сделать карьеру в бизнесе и образовании. Многие работают в Западной Европе. В Анкаре и Стамбуле нетрудно встретить крупного инженера, известного врача, архитектора или дизайнера, успешного бизнесмена. Изменилась жизнь вокруг, и новые вызовы времени настоятельно требуют новых решений. До 1940-х годов осетины жили в своих селениях. Потом началась Вторая мировая война, возникли экономические проблемы, и сельское население стало переезжать в города. Сейчас мы живем большей частью в крупнейших городах – Стамбуле, Анкаре и Измире. Но и в каждом турецком городе вы найдете хоть несколько осетин. Всего нас в Турции около 30 тысяч. В Стамбуле живет более 10 тысяч. Городская жизнь резко сократила возможности родного языка и традиционной культуры. Те, кто всему остальному предпочитает выгоду и личные удобства, редко общаются с земляками. Остальные продолжают искать способ оставаться осетинами. Самое замечательное то, что их рассуждения опираются на принципы национальной культуры. Никому не приходит в голову задаваться вопросом, кто виноват. Осетины всегда знают, что виноваты сами. Никто не спрашивает, кто нам поможет, и тут ответ известен заранее. Стоять до последнего, даже если никто не поможет. Как и на далекой родине, извечный осетинский вопрос только один — в гениальной формуле Костахи Тагурова. Что ждет нас в будущем? Что будет после нас? В экономическом смысле жизнь стала лучше, но с другой стороны, мы начали терять осетинскую культуру. Молодежь не знает родного языка, и мы не можем их научить. Из 10 семей лишь в 2 пытаются передать язык детям, и то те уже не говорят. В лучшем случае понимают. Извините, у меня 2 сыновей и 2 дочери.
Из них 2 не понимают по-осетински. Лишь 2 говорят. У многих так. Мы не можем их научить, потому что у нас нет школы. Сейчас и в Турции поменялись законы. Разрешено открыть школу и учить детей осетинскому языку. А на протяжении 140 лет не разрешали. То есть никто не запрещал говорить по-осетински, но учить родному языку или учиться в школе на родном языке было невозможно. 5 сыновей и 2 дочери, или 2 сыновей и 5 дочерей, 3 невестки и отец с матерью. Так приходилось жить. В 2 городских комнатках 15 человек. И какие же обычаи можно сохранять в таких условиях? Конечно, они разъехались. Кто в другие города, кто в другие районы Стамбула. Есть обычаи, которые нужно отбросить, когда прошло их время. А мы не бросали своих традиций. Крепко держались за них. Держались, пока они сами нас не бросили. И вот теперь, когда традиции предков нас бросили, мы не знаем, что делать дальше. Опора всех инициатив, главный осетинский центр в Турции – это общество «Алан», совмещающее в себе черты земляческого клуба и культурно-просветительной ассоциации. Все, кто здесь работают, делают это бесплатно. Активисты общества «Алан» шутят между собой. Будем работать для народа. А если останется время, поработаем, чтобы выжить. Мы находимся в помещении осетинского общества «Алан». Здесь осетины собираются, чтобы обсуждать свои дела и работать для национальной культуры. Общество основано в 1989 году. Скоро ему исполнится 20 лет. Вся работа здесь строится вокруг наших культурных проблем. Как сохранить традиции, язык, самосознание. Для чего такое общество в Турции? По радостным и печальным поводам мы собирались всегда, но однажды решили, что этого недостаточно. Не зная языка, не участвуя в развитии культуры, невозможно сохранить себя. Мы объединились и сначала организовали танцевальный ансамбль, наметили культурные программы, установили связи с Осетией. Здесь стараются сохранять и даже восстанавливать старинные обычаи, справедливо считая их основой национального самосознания, необходимой и повседневной формой связи с Осетией. Так начинается воскресное собрание стамбульской общины. Herkese çok selam. Akşamender bir aşağılattı. Ma Ahmet Fastamadır. Kereceği Nefidalti Raygun'un besteder. Ahmet'in Zebakay, Enenezi, Enafitbilizey. Kereceği bul kutfen balık. Ma kereceği kut feynen ma kut bavarzın. En balkı bunu hiç unutsan uğramazlar rahattır. Этот стол накрыт волей Божией, чтобы мы собрались вокруг него. Но, как завещано старшими, не для пищи насущной, а во имя славы и достоинства.
3 ритуальных пирога – обычай наших предков. Олибах называем мы этот хлеб, который нужен и в дороге, и в доме, но везде не для собственного насыщения, а во имя любви друг к другу, чтобы умели мы разделить даже малый кусочек, чтобы жили в понимании и согласии. Мне впервые удалось побывать в Осетии в 1993 году. Меня остановила надпись на фасаде аграрного университета: «Скромность – основа для чести и славы». Я тогда подумал, все, чему меня учили дома, все, что объясняли старшие в нашем селе, рассказывая о традициях народа, все выражено в короткой фразе: «Скромность – основа для чести и славы». Эти слова стали девизом моей жизни. Благодарение Богу я верующий мусульманин, но кое-кто научился в этой стране и такой вере, которая только разрушает нас. Такие мусульманские фанатики есть и среди осетин. Если сказать ему: «Неси паспорт, заменим его на арабский, и сам станешь арабом», он готов. Наши традиции ему не нужны, осетинское ему не нужно. Главное, что он мусульманин. Я с ними постоянно воюю. Кем тебя создал Бог? Осетином или мусульманином? Сколько времени существуют осетины? По крови, по генам. Осетинами нас создал Бог. А мусульманство у нас сколько веков насчитывает? И вообще, когда возник ислам? Всего 1500 лет назад. А с каких пор существует осетинская традиция? Со времен появления человека. Что же все-таки связывает их? Что заставляет держаться вместе, думать о будущем, пропагандировать родную культуру? Язык и обычаи старины, уже неизвестны их большинству. Детская память о селениях, которые перестали существовать. Вера, которая объединяет их с народом чужой страны. Карьера или бизнес, которым только мешает иноземное происхождение. Нет, конечно. Их объединяет Родина. И неважно, видели они ее или нет. Им достаточно того, что Осетия существует. В Анкаре мы стараемся жить как осетины. Я не знаю языка и наших обычаев, недостаточно знаю о нашей культуре. Я описываю свою деятельность как метание упавшего в море человека, который лишен рук, ног, языка и сохранил только туловище. Действительно, у нас пока ничего нет, не связанных с культурой знаний, ни тем более языка, но мы стараемся сделать все, что необходимо Осетии. Айхан – центр притяжения анкарской молодежи. В нем счастливо соединяются черты идейного и практичного деятеля. Он славится скромностью и добротой, надежностью и несгибаемой волей. Его дом давно превратился в штаб молодежного движения. Когда сообщили о захвате школы в Беслане,
Я шел на работу. Я вернулся, спешно установил на своей машине осетинские флаги на черном фоне и плакаты с соответствующими лозунгами и поехал по маршруту, где расположены парламент и совет министров. И там непрерывно курсировал, стараясь привлечь внимание общественности. Останавливавшим меня людям я рассказывал, что террористы и империалисты в Беслане пали до террора против маленьких детей. На одном из моих плакатов было написано: «У террора хватило сил на отважных детей Беслана». В течение той недели, после встреч с другими кавказскими товарищами, мы совместно продолжали акции в Анкаре. Наш кортеж непрерывно разъезжал по районам, где расположены правительственные здания и военное командование. Мы побывали у посольства России и посольства Грузии, возложили венки и провели акции перед воротами всех тех, кого считали ответственными. Дало это какие-то результаты или нет, я не знаю. Потому что за спиной тех, кто совершает подобные нападения, стоят крупные державы. Но я хочу, чтобы они знали, что бы они ни делали, наш голос будет слышен всегда, и он будет все громче. В Анкаре недостает сил, чтобы содержать отдельный офис. Может быть, и острой нужды в нем нет. Прежде осетинское общество располагалось в этом помещении. Теперь вся деятельность перенесена в центральное здание Федерации Кавказских обществ Турции. Здесь есть все необходимое для работы. Удобные помещения, техника, библиотека, даже столовая. Здесь расположены редакции кавказских газет и журналов. В зале собраний нас принимают члены осетинской общины и председатель Анкарского Кавказского культурного общества. В танцклассе идет репетиция кавказского ансамбля. В нем представлены все вместе – адыги, абхазы, осетины. Они стараются во всем поддерживать друг друга, настаивают на кавказском братстве и хорошо понимают, что только надежный союз и искренняя дружба делают их сильными. Потомки мухаджиров составляют в 70-миллионной Турции заметную часть населения. Их не менее 3 миллионов. Абсолютное большинство – адыги, но и абхазов не менее 300 тысяч. Осетин всего около 30. В августе 2008 года они немедленно поддержали все осетинские инициативы, вместе выступив в защиту Южной Осетии. Когда 8 августа мы услышали о случившемся, собрались у себя в обществе и договорились действовать. На следующий день встретились с журналистами и работниками телевидения и сообщили людям правду о том, что происходит в Южной Осетии. В противовес той лжи, которую распространяли международные средства информации. На третий день мы вновь собрали журналистов. Теперь от имени созданного комитета помощи Осетии. В комитет вошли вместе с осетинами представители всех кавказских народов. Мы выступали по телевидению, объясняя суть того, что происходит на Кавказе. Обращались в газеты с требованием писать правду. К комитету прислушивались, потому что у нас была постоянная связь с Осетией по телефону. Мы всегда владели точной информацией с места событий.
Раньше в Турции не знали осетин, объединяя всех кавказцев под именем черкесов. Теперь все знают нас как отдельный народ. Последний прохожий на улице расскажет вам, где расположена Осетия и кто такие осетины. Южная Осетия пережила эти трагические дни. Пусть Бог отныне хранит свободу и независимость всех ее жителей. Светлая память погибшим, независимость не дарована нам без жертв. Пусть никогда не повторятся эти беды. Наши сердца переполняла боль точно так же, как и у тех, кто живет на родине. Когда в Осетии проливается слеза, знайте, она проливается и здесь. Всем, кто боролся, мы говорим спасибо и долгой вам жизни. И мы благодарны всем, кто помогал Осетии в этой тяжелой борьбе. Наша работа здесь не закончена. В современном мире чрезвычайно важна пропаганда. Никто вместо нас самих не станет вести ее для Осетии. Нужно донести до всех народов правду о том, что творила Грузия. Нужно рассказать о геноциде. Поэтому мы продолжаем работать. Мы здесь постоянно держим в машинах и на службе наши флаги большого размера. На всякий случай, поскольку в любой момент может что-то произойти. Ведь мы знаем о конфликте между Грузией и Южной Осетией. Знаем об империалистической позиции Грузии. Поэтому мы готовы организоваться в любую минуту. В ночь с 7 на 8 августа в 3 часа мы узнали по спутниковому телевидению, что Цхинвал уже 2 часа подвергается бомбардировке. Утром мы уже стояли у посольства Грузии. В полдень мы вновь пришли туда вместе с Абхазией. Чтобы действовать оперативно, решили в первый день не собирать много людей. Затем мы поехали к Министерству иностранных дел, где также провели резонансные акции. И как грузины не ожидали, что из Владикавказа войска смогут так быстро дойти до Цхинвала, точно так же и здесь власти не предполагали, что мы так быстро окажемся у грузинского посольства и МИДа. Лишь после того, как мы разворачивали наши акции, туда приезжали силы безопасности и выстраивали заграждения. Уже в первый день наши акции были очень успешны, так как мы действовали оперативно. Без преувеличения, главная гордость осетин в Турции – признание России независимости Республики Южная Осетия, а главная мечта – осетинский паспорт. Уровень политической грамотности здесь высокий. Все понимают причины и условность разделения на две республики. Но Осетию, как родину, никто не делит. Ни по географическим, ни по диалектным признакам. Называют ее или Эстоном, или Аланией. Никакого разделения они не поймут и не простят, от кого бы оно ни исходило. Я с 1995 года и по сей день в своих беседах с молодежью говорю не о Северной Осетии и Южной Осетии, а об Алании, где, возможно, я предпочитаю термин «Республика Алания». По-моему, название Алания подчеркивает единство. Мои родители приехали из Осетии, а я родился здесь. Мама была из Чикалы, а отец из Дзау-Джикау. Он был юношей, а ей исполнилось 10 лет, когда их семьи приехали сюда. Поэтому в нашем доме всегда говорили о Кавказе, о Чикале, о Дзау-Джикау, об Осетии. Говорили всегда об Осетии, называя ее Иристон, но отец был абиссал, дегорская семья. Только этого не подчеркивали. Могли по случаю сказать «мы дегорцы», но всегда говорили только об Иристоне, об Осетии.
И я считаю себя счастливым, ведь я вырос, слушая рассказы родителей о родине. И в Стамбуле, и в Анкаре организованы самодеятельные курсы осетинского языка. Занятия в Анкаре ведет Хошонты Сурури, известный инженер-строитель, работавший в разных странах. Изучают одновременно оба литературных варианта языка – и восточный, иронский, и западный, дигорский. Когда были во главе достойные старшие, когда сохранялись традиции, народ был сильнее. А основа всего – родной язык. Без языка народ гибнет. Нет сердцу покоя, потому что не только в других странах, но и в самой Осетии неважно обстоят дела с осетинским языком. Часто молодые люди чураются наших традиций, стесняются говорить на родном языке. Сейчас почти все выставлено на продажу, и любители красивой жизни устремляются в погоню за наживой. А в этом случае ведь не остается места мужеству и благородству. Эта болезнь коснулась всех народов, но меня волнуют не другие, а свой народ, осетины. Нам нужно знать и говорить на языке того государства, в котором живем. Но и родной язык нам бросать нельзя. И заботиться о его изучении мы должны сами. В противном случае, как прислуга, будешь жить у чужого порога, говорить на чужом языке, следовать чужим порядкам, и каждый прохожий пнет тебя ногой. Благодарение Богу, что в Осетии появилась возможность сделать так, чтобы учиться на родном языке в школе и изучать родной язык в вузах. Нам ведь нельзя отказываться от национальной традиции. Она, как связующий раствор в несокрушимой каменной кладке, связывает нас, превращает в полноценное общество, в нацию. Не будет этой связки, все рассыпется. Именно для этого и нужна нам школа, школа, школа. И мне хочется, чтобы языком обучения в наших школах был родной осетинский язык. Как вы думаете, для чего им осетинский язык? Ведь друг с другом они с легкостью договорятся по-турецки. Спрашивать об этом неловко. Вопрос коснулся бы сокровенных, само собой разумеющихся и редко проговариваемых предметов. Однако ответ можно услышать, даже не задавая вопроса. Вот как учили их в детстве. Знайте свой язык. Никогда не забывайте ни языка, ни обычаев. Когда однажды вы поедете на Кавказ и не будете там говорить на родном языке, никому вы там не понравитесь. Даже чужак, который выучит ваш язык и будет разговаривать там по-осетински, покажется им ближе и родней. Осетия-Алания остается единственной национально-культурной метрополией для тех, кто, считая себя осетином, живет сегодня в Турции. Моя мать была мусульманкой, настоящей мусульманкой. Вы знаете, наверное, что каждый год совершается хадж в Мекку. И однажды я оказался в это время дома, а жили мы в Карсе.
и мама была уже не молода. Собравшиеся в хадж перед отправлением в путь кружат по городу. И вот они проезжали по нашей улице, и мне показалось, что она им завидует. Ей хочется ехать с ними. Я сказал ей, что могу отправить ее в хадж, если она пожелает. Она ответила мне, что не хочет в Мекку. Но если у тебя есть такая возможность, то хадж для меня Чикала. И сделай так, чтобы я еще раз увидела Чикалу. По-моему, это удивительно. Все мусульмане мира стремятся в Мекку, и только у осетин, безразлично, мусульмане они или христиане, в сердце только Осетия. Было время, Россия не впускала, никто не мог проехать, иначе для матери я бы и тайно перешел границу. Она очень тосковала по родине, вспоминала ее. И как только двери открылись, я пустился в путь, чтобы увидеть ее родные места и познакомиться со всеми. Мы приехали в Зильгу, посетили могилы ее отца и братьев, и мне показалось, что, прочитав над ними положенные молитвы, я будто исполнил ее желание. Каждый день я благодарю Бога за то, что мне удалось это сделать. Мелодия на телефоне осетинская, пароль на кредитке, дата иммиграции. У нас, живущих здесь, все обращено туда, к Осетии. Наша совесть, наши мысли, наши радости, наши ссоры, что мы говорим, как стоим, какие планы строим. Все связано с Осетией. Их по-прежнему объединяет ностальгия. Но стремительная городская жизнь требует новых, профессиональных, технологичных подходов к сохранению культурного наследия и самосознания. Даже традиционную кухню не удержать, если не сделать ее конкурентоспособной. Лейла – хозяйка кафе в деловом центре турецкой столицы. Ее заведение с осетинским названием «Фытчин» не знает отбоя от посетителей. Одновременно здесь неофициальный штаб стамбульской общины. Интересно, кто заказывает осетинские блюда? Только ли осетины? Осетин не так много. Да они и дома их готовят. Здесь не знали или не отличали осетинские кушанья. В лучшем случае называли их черкесскими. А я стала представлять их как осетинские, знакомить с подлинными названиями. Уалибах, Сахараджин, Фытчин, Кабын. О нас писали во многих журналах, снимали для разных телевизионных программ. Это вызвало большой интерес и удивление. Мы многим нравимся. Опубликованы даже наши рецепты с красочными изображениями готовых блюд. Я чуть изменила рецептуру осетинских супов, чтобы приблизить их к местным вкусам. И знаете, их полюбили и часто заказывают. Когда говорят, что осетинская кухня состоит из теста и мяса, это несправедливо. Только в шутку мы отвечаем, что у нас еще есть и картофель.
Кстати, здесь не любят соединять тесто с картофелем, поэтому из пирогов самым большим спросом пользуется сахарадин, причем такой, в котором много сыра. Есть еще каша, например, тыквенная, которую я придумала дополнить мясом. Она в меню так и значится, по-осетински. Тыквенная каша с мясом. Я вообще люблю сочинять новые блюда. А самые популярные из осетинских кушаний – фытчин, пирог с мясом, и хабынта, вареники. В окрестностях Анкары осуществляется ностальгический проект возвращения к сельской идиллии, строительство дачного поселка. Интересно, что именно осетины это придумали и начали, но постепенно будущее идеальное селение стало общекавказским. Строительство обходится слишком дорого. Среди инициаторов недостаточно состоятельных людей. Вот и пригласили братские общины. Время от времени, пока продолжается стройка, осетинский кооператив проводит выездные собрания, совмещая обсуждение деловых вопросов с загородной прогулкой и пикником. Каждый из проектов, любая работа, все надежды на будущее связывают здесь с молодежью. Главная забота старших – младшее поколение, которое ищет свое место в жизни и все яснее осознает связь с родиной предков, с собственной историей и культурой. Иногда мы признаемся себе в том, что начинаем жить так же, как турки. Но когда попадаешь в Осетию, сразу понимаешь, мы оттуда. И тогда даже тот, кто не говорит по-осетински и не разбирается в наших обычаях, вдруг задумывается и начинает завидовать тем, кто сохранил все это и желает заново обрести родную культуру. Наша Родина там. Солнце восходит оттуда, и оттуда течет наша река. Здесь вода мутная, а там чиста, как слеза. Так мы думаем. И помогайте нам с языком и традициями. Ничего другого мы не просим. Ни земли не просим, ни денег. Только помогайте нам продержаться, укрепить осетинские позиции, чтобы прежде танцев и гармоники мы учили язык. Тому, кто оторван от родной культуры, музыка не поможет. Она нужна тем, кто знает язык и верен традициям. Дождутся ли они правительства и государства? Теперь уже, наверное, дождутся, потому что ясно видят цель, потому что рассчитывают на себя, потому что не собираются отступать. Однажды их родина обязательно вспомнит о них. А пока они сами укрепляют свои неприступные бастионы, и среди них маленькое селение Пойразлы, затерявшееся на просторах Центральной Анатолии. Послушайте, о чем говорят его жители.
Мы хотели поговорить о детях. Что мы собираемся делать, чтобы учить их языку и танцам? Нужно обсудить это со всеми, у кого есть средства. Живет ли он в селе или в другом месте. Вчера мы видели, сидят наши девочки и мальчики, и только 3-4 из них умеют говорить по-осетински. Остальные, если кто-то приезжает, не могут поддержать разговор. Что ты на это скажешь? Что нам делать? Мы каждое лето приезжаем в село на месяц во время отпуска. И в этот раз приедем. Ты учил их танцевать, я играть на гармонике, а теперь будем учить читать и писать. Если научим, они будут знать, что делать, если кто-то приедет из Осетии или сами они туда попадут. Если они будут говорить, писать, читать осетинские книги, это великое дело. Да, тогда их лица будут обращены туда. Наш народ, наши старшие, живя в этой стране, рассуждали так. Мы приехали оттуда в эпоху войн. Нам дали здесь место, мы здесь живем. И спасибо этому государству. Только дело не в этом. Мы не туркам должны давать совет, а себе. Если и впредь мы собираемся действовать, то для своего народа. Если у тебя есть какие-то средства, они должны быть полезны осетинам. Вот принцип, и для этого надо работать. Да, полезный. Но не тем осетинам, которые собираются строить свою жизнь здесь, а тем, кто стремится туда. Я согласен все сделать и все отдать только тому, кто сам с детьми, со всей семьей собирается жить в Осетии. Каждую неделю мы бежим сюда из города. Не умеем мы жить в чужом городе, не складывается совместная с турками жизнь. Вот и едем сюда. Когда мы видим тех, кто приехал из Осетии, как вы, и говорим с ними, слезы сами наворачиваются. Только ничего не меняется. Когда я был совсем маленьким, сказал отцу, что не хочу жить здесь, что нужно ехать туда. Он ответил, туда нас не пускают. Мы думали о том, что можем сделать. Среди чужого народа дети постепенно перестают говорить, забывают свой язык. Когда я вижу их, я понимаю, мы становимся турками. Ничего у нас не получается. 10 лет назад мы договорились. Так быть не должно. Нужно что-то делать. Когда из Осетии приезжают гости, люди радуются им, а у нас не получается. Мы знаем, через 10 дней они уедут и увезут с собой наши сердца. А мы останемся здесь. Но разве может человек жить без сердца?